В сегодняшнем видео мы расскажем о том, что повергнет мигрантов в шок. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие нововведения вновь придумало российское правительство. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Россия настроена на мигрантов, на форсированное освоение ими основ отечественной культуры. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей. В России больше чем в 1,5 раза предлагается снизить зарплаты мигрантам с высокой квалификацией. Зарплаты уменьшатся со 167 тысяч рублей в месяц до 100 тысяч. Речь об этом идет в проекте Минэкономразвития. В документе поясняется, что высококвалифицированные иностранные специалисты – это мигранты, которые трудятся в России без квот и без патентов. При этом они получают зарплату от 2 миллионов рублей в год, 170 тысяч рублей в месяц. Зарплата является главным критерием, является ли приглашенный иностранец высококвалифицированным специалистом или нет. Если законопроект поддержат, то определяющим фактором станет более низкая зарплата. Профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что высококвалифицированные специалисты – это не только топ-менеджеры, но также инженеры, рабочие. Если они выходцы из Китая, Чехии, Венгрии, то зарплата в 100 тысяч рублей будет для них привлекательной. Проблема у нас острая. У нас миллионы мигрантов, прежде всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать так, чтобы и они жили в нормальных условиях, трудились там, где их берут на работу, чтобы они исполняли законы Российской Федерации, традиции народов, среди которых они живут. И так, чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас внутри России, чтобы не вызывать раздражение граждан Российской Федерации. Это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная работа. И в сфере экономики важна она, и в сфере социальной стабильности. Вы согласны с таким мнением? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Ожидается, что это и некоторые другие меры позволят привлечь в Россию дополнительных высококвалифицированных специалистов и инвесторов. При этом россияне часто выступают за снижение числа трудовых мигрантов. Подавляющее большинство граждан считают, что поток таких иностранцев на территорию России нужно сократить. Потому что это коллективная общность, этническая группа, есть атомарный гражданин, такой чистый, очищенный от всякой коллективной идентичности, просто гражданин РФ. Вот он один, а против него стоит этническая группа. А он это как чувствует? А вот так, вот приведу пример. Один из моих Ну вот против вас родственников... стоит этническая группа какая-то? Нет. А Против вы же меня не гражданин стоит, РФ, вы потому русский. что я не сталкивался с ней, я в другой области задействован. А вот один из моих родственников работал в одном из супермаркетов охранником. Так вот там этническая группа вытесняла всех сотрудников, которые не принадлежали к этой этнической группе, из работников этого Сразу супермаркета. вопрос, поскольку я стою посередине, сразу вопрос. Эта этническая, как вы говорите, группа, имея, вероятно, приезжих откуда-то из-за рубежей, из нашей страны, она вытесняла всех остальных, а при этом работала хуже, чем все остальные? Или это так же? Не с чем сравнивать. Она всех вытеснила и монопольно работала в этом супермаркете. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.